Я первый раз зашла сюда в 2009 году. Я до сих пор это помню. Для меня это волнительно, потому что именно после Мунку-Сардык я начала ходить в горы. Это просто, это очень тяжело. Мало тяжело, это очень опасно. Ходит много неподготовленных людей. И в том числе была в 2009 году и такая я. А сейчас просто смотришь, и страшно за тех, кто не готовится. Просто берут и идут. А федерация наша именно учит ходить. Сначала подготавливаем, потом идем. Вот. Но первое ощущение до сих пор я никогда не забуду. Это как первая любовь. Также, только с горами. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Восхождение на Мунку-Сардык, вершину восточных Саян высотой 3491 метр над уровнем моря, не оставит вас равнодушным к силе, могуществу и красоте природы. Этот горный массив расположен на границе Республики Бурятия и Монголии и привлекает альпинистов своей уникальной природой и возможностью испытать себя в сложных условиях высокогорья. Подготовка к восхождению начинается задолго до самой экспедиции. Как журналист я понимал важность тщательной подготовки. Помимо физической формы, необходимого оборудования, нужно иметь огромное желание и любить горы. Для меня этот опыт стал своеобразным испытанием силы воли и способности преодолевать собственные пределы. Но обо всем по порядку. Итак, мы начинаем наше путешествие к вершине Мунку-Сардык. Подняться на Мунку-Сардык было одним из моих самых сокровенных желаний. Восхождение – это не просто прогулка в горы, это серьезное испытание для души и тела. Из столицы Бурятии, города Улан-Удэ, до поселка Монды в Акинском районе Бурятии мы с командой единомышленников добрались примерно за 8 часов. Выехали мы поздней ночью, а рассвет встретили прямо в дороге. Удивительные пейзажи менялись за окном автомобиля, словно картина на выставке художника, сменяя друг друга стремительно и неожиданно. Каждое новое пространство создавало впечатление погружения в другой мир, будто природа сама показывала, насколько она разнообразна. Так мы добрались до каньона реки Белый Иркут. Это начало тропы для восхождения на Мунку-Сардык. Отсюда начинается старт восхождения на Мунку-Сардык. Здесь группа собирается и начинает идти. Многие делают заброску до базового лагеря на квадроциклах. Данная услуга стоит денег, но это оправдано, так как с большим багажом и запасами еды подниматься очень сложно. Собирается наша команда альпинистов. Буквально через час мы будем в нашем лагере. Покажи его. Там переночуем. Завтра отдых и послезавтра подъем на Мунку-Сардык. Дорога до лагеря поражает своими контрастами и неожиданностью. Особую опасность могут представлять горные козочки. Представляете, что может сделать небольшой камень, падая с высоты 9-этажного дома? Так что безопасность превыше всего. В целом дорога к Мунку-Сардык превращается в настоящую Одиссею, полную сюрпризов и чудесных встреч. Вот дошли мы до нашего палаточного лагеря. Здесь будем ночевать. Завтра отсюда отправимся на 15, почти 16. Ну, 20 килограмм занес. 20 килограмм.
По приглашению Федерации альпинизма и скалолазания Республики Бурятия, которая проводила учебно-тренировочные сборы в районе верховья реки Мугувек, мы с моей коллегой Анастасией приняли участие в мероприятии, организованном профессионалами высокого класса. С данного момента мероприятие считается открытым. Учебно-тренировочные сборы в районе верховья реки Мугувек предоставили отличную возможность подготовиться физически и технически к будущим испытаниям. Ну, сразу я скажу, у нас не поход, а альпинистское мероприятие спортивное. А квалификационные соревнования по альпинизму, ну, если правильно юридически говорить. Спортивное именно мероприятие, где выполняется норматив на значок «Альпинист России», это для новичков. Выполняются разряды спортивные, 3-й, 2-й, 1-й по возможности. Вот. Ну, иногда приезжают спортсмены высокого уровня, вот и 1-й. А так, ну, альпинизм во всех странах является хобби, только у нас в России, ну и в Казахстане. Казахстан, Белоруссия, это является видом спорта. Первый день – это такой маленько сумбурный день, когда все заходят, и некоторые могут прийти даже ночью. Вот. Установка лагеря, палаток. Завтра тоже у нас день, никуда не выходим. Организационный день, собираем дрова. Вот. Обустраиваемся, подготавливаемся к восхождениям. Почему в этот день нельзя ходить на горы? Потому что люди еще не акклиматизированы. Здесь условия высокогорья, и могут быть такие моменты, как бы, когда человек устал, мог не доглядеть что-то. Ну, то есть мы стараемся 2-й день сборов никого никуда не выпускать. Участие в таком мероприятии – это получение бесценного опыта, освоение современных методов организации и прохождения маршрутов, улучшение навыков навигации и техники выживания в экстремальных условиях. Сейчас у нас сборы 60 с лишним человек. Приехали от Владивостока до Москвы. Много у нас участников. Наша федерация проводит... У нас есть план, который утверждается в конце года на следующий год, план мероприятий. И вот у нас 6 сборов в год. Я являюсь сейчас координатором наших сборов, то есть я собираю всех участников, веду такие организационные моменты. Вот. У нас проводятся занятия, то есть мы учим правилам горовосхождения, правилам безопасного горовосхождения, ну и дисциплине. Да, у нас есть немножко там дедовщина где-то, да, что такое, но это прямо надо, потому что те мастера спорта, которые нас тренируют, они многого добились, много лет. То есть я в горы хожу официально, ну, в смысле в альпинизме с 2017 года, и я понимаю, что вот так очень много надо работать. Юля занимается альпинизмом с 2016 года, имеет 2-й разряд по альпинизму. На этих сборах она как организатор. Первая гора, на которую она совершила восхождение вместе с Бурятской федерацией альпинизма, также была Мункус-Ардык. Место наших сборов выше водопада, потому что, чтобы, когда идешь на маршруты, этот водопад весь не проходить, чтобы быстрее можно было на маршруты уйти. И обычно вот на этой поляне. Как изначально ее выбирали, я не скажу, потому что это было очень давно выбрано место. Обычно немножко подальше мы там под пригорком были. А сейчас вот здесь, потому что здесь такое более солнечное место. И с утра до вечера солнце всегда светит при хорошей погоде. Место, в котором мы разместились, было действительно солнечным. И несмотря на суровые условия, мы чувствовали себя как дома, в компании близких друзей. Хотя почти никого из них в тот момент я не знал. Юля и другие члены федерации вдохновляли новичков, привнося позитив и энергию в данное мероприятие. Подъем на Мункус-Ардык требует тщательной подготовки и соблюдения мер безопасности. Ответственность за безопасность. Раньше эта должность называлась начспас, начальник спасательного отряда. То есть есть какое-то мероприятие, альплагерь, или вот как у нас сборы. Значит, вы уже поняли, что есть иерархия. Есть старший тренер, который руководит, инструктора, из числа которых выбирается ответственность за безопасность. То есть я тот человек, который выпускает людей на горы. Я должен каждую группу проверить, понять, кто это. И данная категория сложностей соответствует ли квалификации участника. И отсюда делать выводы,
значит, выпускать, не выпускать. Потом, когда группа ушла, я должен контролировать. Групп много. Я тут поэтому и сижу здесь, никуда не отлучаясь. И осуществляю радиосвязь с ними. В каждый момент я должен представлять, где находятся группы и так далее. Группы. Потому что если, не дай бог, в одной какой-то случится несчастный случай, то силами всех групп, которые на маршрутах, я сразу снимаю с маршрута группы и отправляю на спас работу, так называемую. Прежде чем выйти на гору по циклу занятий, нужно пройти лед, снег, скалы. То есть ледовые занятия, снежные занятия, скальные занятия. А это вообще как бы занимает минимум полдня. Уже за каждым инструктором закреплено отделение. Они уже за 2 недели до выезда сюда в горы, они уже в своем чате, каждый отдельный чат был создан, обсуждали все вопросы по снаряжению, по заходу. То есть инструктор объяснял, где будем жить, как питаться, как ходить. Задача инструктора – обучить сначала наших подопечных, которые будут совершать восхождение, чтобы они умели правильно оценивать обстановку, умели безопасно совершать восхождение, слушали и работали в команде друг друга. Вот. После этого мы их, когда они дорастают до определенных разрядов, они становятся свободными и могут самостоятельно совершать восхождение. Так наша вот задача научить их правильно делать эти восхождения, без ошибок, без травм и по правилам горовосхождения. Инструктора добавляют и укрепляют уверенность в собственных силах и способствуют формированию устойчивого желания совершенствоваться и достигать новых целей. Важно правильно подобрать снаряжение, включая одежду, обувь, палатки, веревки и другое оборудование, подходящее для условий высокогорья. Физическая подготовка также играет ключевую роль. Регулярные тренировки помогут организму адаптироваться к высоте и нагрузкам. Для восхождения на горы нам требуется набор минимального альпинистского снаряжения, так как горы у нас могут быть различной категории сложности, но для начального уровня оно минимально. Такое снаряжение для безопасности, в первую очередь, каска, которая защищает нас от падения камней, да? А также специальная обувь. Помимо этого необходимо иметь при себе 5 карабинов, спусковое устройство, жумар, ус самостраховки, желательно, чтобы их было 2. Вот. Ну и, конечно же, кошки, которые пригождаются нам для того, чтобы мы могли совершать восхождение по ледово-снежным маршрутам. Вот. Ну и, конечно же, основная – это веревка, которая используется для того, чтобы люди ходили в связках и между собой были связаны и могли друг друга страховать, помогать друг другу на восхождении. Участники были из разных уголков нашей страны, и все отмечали отличную организационную работу Федерации альпинизма и скалолазания Республики Бурятия. Я здесь 2-й раз. Красноярские столбы – это место для тренировок. Я вообще очень долго в трекинге была, наверное, уже лет 10 занимаюсь трекингом. И стало очень просто и легко это все. И решила немножко усложнить, поднять уровень свой. Пошла в альпинизм уже, вот еще нету 2 лет. Где-то 1.5 года занимаюсь. Здесь 2-й раз. Наши красноярские ребята, альпинисты, ходят очень часто с Бурятской федерации и очень хвалили. Поэтому захотелось прийти сюда. Я уже данные мероприятия, учебно-тренировочные сборы Республики Бурятия посещаю, участвую в них не в 1-й раз. Уже, получается, 4 раза я участвую. 2-й раз в этом прекрасном районе Мункус-Ардык. Вот. Я 10 лет занимаюсь альпинизмом, побывал в многих районах. Больше всего запало мне, как организовывает мероприятие именно Республики Бурятия. Поэтому я постоянно посещаю их. И вот настал день X. Стоит учесть, что маршрут восхождения зависит от уровня подготовки группы и погодных условий. Важно знать, что каждый этап требует внимания и осторожности, особенно при пересечении ледников и крутых склонов. Начинаем восхождение. Вот наш отряд. Мы готовы. Само восхождение на вершину занимает ровно 1 день. Путь наверх проходит через живописнейшие пейзажи, открывающие виды на окружающие горы и долины. Важно помнить о безопасности во время восхождения. Группа должна следовать указаниям инструктора и соблюдать правила поведения в горах. За 2,5 часа добрались от базы до озера Эхой.
Вот за моей спиной Мункус-Ардык получается. Вон она. Озеро Эхой расположено недалеко от горы Мункус-Ардык. Оно известно своей живописностью и уникальностью природы, привлекающей туристов и любителей активного отдыха. Это уникальное природное образование. Вода в озере прозрачная и холодная даже летом. Но сейчас здесь ледовая переправа. Некоторые альпинисты разбивают лагерь прямо рядом с озером, чтобы обеспечить своей группе 100% восхождение на гору Мункус-Ардык. Однако стоит понимать, что ночи здесь особенно холодные в зимнее и весеннее время. Для нас же это одна из точек остановок на маршруте. От нее начинается восхождение на Вечный Голец. Именно так с бурятского переводится название горы Мункус-Ардык. Пришли на озеро Эхой на высоте 2700 метров. Подход был по тропе. Далее у нас путь пролегает по снегу, кулар, гребень, вершина. Перепад оставшийся у нас 700 метров. Мункус-Ардык является для местного населения, бурят, монголов и сайотов, священной территорией. Считается, что именно здесь обитают духи и божества, такие как легендарный герой мифологии бурят Абай-Гасыр-хан, защитник мира и основатель Вселенной. Сегодня гора Мункус-Ардык остается популярной целью для туристов и альпинистов. Таким образом, гора Мункус-Ардык является уникальным объектом природного наследия и символом традиционной культуры сибирских народов. Дальнейший путь был сложным. Погода несколько раз менялась, но ветер и снег практически не прекращались. Настя, ну как твои впечатления? Ты на Мункус-Ардык поднялась? Я счастлива, я счастлива. И мы достигли цели. Это шикарно. Наше восхождение мы приурочили к 80-летию победы Советского Союза над фашистской Германией. Это дань уважения нашим отцам и дедам, которые боролись за мир. Оно символизирует нашу благодарность и крепкую связь между поколениями. Достигнув вершины, ты удивляешься той красоте, которая открывается с высоты птичьего полета. Гора Мункус-Ардык расположена таким образом, что открывает потрясающий панорамный вид на озеро Хубсугул. Это одно из главных преимуществ восхождения на данную высоту, ведь возможность полюбоваться красотой знаменитого озера – редкая удача. Восхождение на Мункус-Ардык позволяет насладиться великолепием первозданной природы и почувствовать единство с окружающим миром. Спуск занял около 8 часов. По возвращению в лагерь нас ожидал приятный сюрприз. Выстроившиеся в ряд товарищи тепло поздравляли нас с успешным возвращением с горы. Этот простой жест товарищества и поддержки создавал особую атмосферу радости и удовлетворения после нелегкого восхождения. Подобные моменты помогают укрепить командный дух и чувство единства, особенно в экстремальных ситуациях. Совместные испытания сближают людей, позволяют понять друг друга и оценить важность взаимовыручки и сотрудничества. Такой обычай напоминает нам о важности уважения и благодарности к товарищам, которые поддерживают и вдохновляют нас на новые достижения. Получили звание, запомните это звание, значок альпинист России. Следующее звание в альпинизме — это мастер спорта. Награждается родная Виталий. Значок. Это путешествие оставило глубокий след в моей жизни. Оно научило меня ценить природу, понимать ее силу и величие. Я понял, насколько важны командная работа, взаимовыручка и вера в успех даже перед лицом сложнейших препятствий. Я не знаю, для меня горы — это прям все. То есть я даже когда на работу устраивалась, я сказала, если вы меня не будете отпускать в горы, я буду увольняться. То есть там в горах я отдыхаю. Хотя так тяжело утром вставать с спальника. Я вот, например, вчера думала, зачем, Арина, ты слабая, спи.
А идешь, получаешь удовольствие, 17 часов работы. И как-то какие-то вот, ну, какое-то счастье, когда ты зашел. Да даже когда не зашел. В любом случае, ты вышел на гору, зашел, не зашел, ты получил опыт. Горы — это жизнь. Горы — это красота, горы — это умиротворение, горы — это много друзей, общение. Вот этот вот комьюнити альпинистское, оно очень дружное. Собираются только самые лучшие люди. Вот внизу мы находимся в больших замкнутых пространствах, вот, а здесь мы чувствуем свободу. Горы — это место повышенной опасности, так сказать, да? Они очень красивые, притягивают, но все равно надо всегда думать головой, вот. Думать о себе, о группе, потому что все-таки это командный вид спорта. Вот. Ну, да, главное, думайте головой и получайте удовольствие от процесса. Тренируйтесь дома. Чем больше ты натренирован, тренируешься дома, тем больше ты получаешь удовольствие в горах. Горы — это другая жизнь просто, где ты отключаешься, во-первых, от того, что там в обыденной жизни, здесь все по-другому. И здесь ты начинаешь понимать, что на самом деле проблемы. Проблемы, когда там есть нечего поесть, да, а все остальное уходит на второй план. Это дает, ты начинаешь ценить больше свою жизнь. Альпинизм – это такой вид деятельности. Вот. Как вот мы говорили, это даже не спорт. Альпинизм – это не спорт, это образ жизни. Моя история лишь одна из многих, но каждая такая история становится частью большой мозаики человеческих достижений и любви к природе. Адам анагда